Итоги 2014 года обсудили на совещании в управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания. Работа республиканского казначейства признана одной из лучших в стране. Прошлым летом управление отметило свое 20-летие. Все это время ведомство регулирует своевременное и грамотное распределение бюджетных средств, обеспечивая финансовую безопасность республики. Одним из главных результатов стало то, что удалось вовремя выплатить бюджетникам заработную плату, несмотря на дефицит республиканской казны. Также в ведомстве успешно протестировали пилотный проект по системе управления финансовыми средствами. В его основе отказ от дорогих банковских займов. Успешный опыт республиканского управления будут применять и в других субъектах СКФО. То есть те функции, которые выполняет сегодня наше управление, и при этом по ряду новшеств, по ряду новаторских программ является пилотным проектом, именно пробуется на нашем управлении, и тоже говорит о том, на каком счету федерального казначейства находится наше управление. Духовное возрождение и формирование единой идеологии в стране. Сейчас это одни из главных пунктов в реализации национальной политики России. Активную работу начали вести на региональном уровне. Круглый стол во Владикавказе собрал представителей всех конфессий и национальных обществ. Участники встречи особо подчеркнули, что в 90-е, после развала Советского Союза, духовное развитие общества ушло на второй план. Теперь приходится все наверстывать. Начинать, по словам специалистов, необходимо с самого юного возраста. Кроме того, нужно усилить работу на уровне муниципалитетов. У России многовековой опыт сосуществования разных народов, а Северную Осетию и вовсе называли лабораторией по изучению межэтнических отношений. Эксперты подчеркивают, в Европе политика мультикультурализма провалилась. Страны взяли курс на ассимиляцию народов, а в этом случае теряется их национальная самобытность. В Северной Осетии такой проблемы нет. Да, наше министерство, как орган государственной исполнительной власти, естественно, работу ведем именно в этом направлении, чтобы все конфессии, которые у нас находятся, чувствовали себя свободно, они развивались. Мы создаем для этого условия. И, естественно, взаимодействие между ними даже и между нами, естественно, ведется очень тесно и плодотворно. И наша работа, я думаю, заключается в том, чтобы создать для них все необходимые условия для того, чтобы они могли реализовывать те планы, проекты, которые у них есть. Строевой смотр учащихся состоялся в 44-й школе Владикавказа. Выступление отрядов оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли офицеры 58-й армии и преподаватели Суворовского училища. Такие конкурсы имеют особую значимость. Они прививают молодому поколению патриотизм и дисциплину. Соревнования проводятся уже в 6-й раз и, по словам организаторов, будут проходить и в дальнейшем. Все, конечно, готовились, видно, делали. Ну, некоторых хорошо получалось, некоторых немножко похуже. Особенно работа, можно сказать, как командиру тоже очень много значила. Видно подготовку, видно вдохновение, и видно, что в этой школе идет военно-патриотическая работа. Студенты медицинской академии приняли участие в Олимпиаде. 54 студента педиатрического и лечебного факультетов состязались в умении оказывать первую медицинскую помощь условно пострадавшим. Роль пострадавших отвели тем, кто не попал в сборную. С имитацией открытого перелома голени и травмы локтя ребята справились на отлично. Полученными знаниями и практическими умениями без 5 минут врачи будут делиться со студентами из других вузов и даже школьниками. Конечно же, с привлечением сотрудников МЧС. Медицинскую помощь мы можем оказать, имея на вооружении современное оборудование, также медицинский модуль, укомплектованным реанимационным оборудованием, и имеем в наличии медиков, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Известный осетинский режиссер Темина Туаева вновь обращается к истории предков. В литературной гостиной прошел показ фильма «Северные Аланы». Основой для картины послужила книга норвежского путешественника Тура Хейердала «В погоне за Родиной». Увлекательная история об исследованиях Хейердала в России, о том, как аланские вожди стали скандинавскими богами, теперь обрела и киноверсию. Это еще одна режиссерская работа об аланском феномене в европейской истории, неразрывности культурных связей народов Европы и России. А лента стала продолжением цикла фильмов об истории Алании. 7 картин уже вышли в прокат, совсем скоро появится 8-я. Она будет называться «Аланы. Путь с Востока». Все практически знают в Осетии об этом цикле. Это уже 7 картин сделано. Сейчас я монтирую, сижу Китай, потом будет «Путь с Востока».
Сейчас я как раз занимаюсь документами на новые фильмы. Планируем поехать в Крым, потому что как-то восстановить историческую справедливость. Потому что когда говорят о Крыме, ни слова не говорят. Крымчане-то знают о скифах и аланах, но вообще о них как бы речь не идет. Так что, а там и Алушта. Это типичное аланское название, Судакская крепость. Там очень много артефактов и следов пребывания скифо-аланской цивилизации в Крыму. Во Дворце спорта Горского агроуниверситета стартовал чемпионат республики по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие мужчины и девушки со всех районов Северной Осетии. Турнир продлится 2 дня. Победители регионального этапа будут бороться за медали чемпионата СКФО. Уже в апреле он состоится в Ставропольском крае. Во-первых, уровень это будет показан, когда они выступят, состояние подготовки. Да? Но у нас очень основные спортсмены, которые задействованы в сборных командах по подготовке к чемпионатам Европы, мира, они находятся на учебно-тренировочных сборах сборных команд России. За исключением их, все остальные сильнейшие атлеты находятся здесь, считаю, покажут хороший результат. Вот.